Мы сегодня будем говорить о любви, и о любви в определенных ее контекстах, конечно, с точки зрения психологии. Что нам говорит об этом психология? И, как обычно мы делаем в начале, мы обозначаем наши термины, определения, как мы об этом говорим, потому что в понятие «любовь» вкладывают очень много разных эмоций, чувств, отношений и так далее. Вот давайте попробуем дать ту дефиницию, о которой мы сегодня будем говорить, собственно. Хорошо. Но, знаете, Мавили, я тут вообще убеждена, что любовь – это вообще исключительно психологическая категория. Исключительно. Потому что любовью страдают люди, страдают в кавычках, иногда бывают счастливы, мы сегодня все это разберем. А вот уже все остальное, философия, она любит рассуждать о любви, выделять какие-то категории. Все-таки психологи чаще всего в практике сталкиваются. Вот с чем сталкиваются? Наверное, больше с несчастной любовью, с любовью, которая вроде вместе, но страдают, в общем, поисках любви, почему нет любви, почему я боюсь любви. То есть это вот психологи, это практика, исключительно вот это наша работа, такая, наверное, одна из самых, ну, наверное, таких востребованных. Поэтому и ученые наши не только теоретически размышляли о любви, но они размышляли так, чтобы вот эти теоретические познания как бы включать в практику и помогать таким людям становиться счастливыми. Мы же уже с вами знаем, что смысл жизни быть счастливым, да? Вот, поэтому, конечно, психология – это категория очень наша, поэтому мы говорим тут и от лица практики, да, и от лица, конечно, теории, и от лица классической, наверное, науки, потому что вот все, что новенького там изобретут, оно потом раз и как-то отваливается. Вот, например, недавно прошел слушок, что, ну, это вообще-то не слушок, что категорию любви вообще внесли в ВОЗ, внесли как категорию заболевания психического. Но мы это тоже обсудим, поскольку здесь есть и доля правды, и доля лжи, и это опасный момент. И в то же время, ну, это тоже о чем-то, я сегодня об этом расскажу. Ольга Александровна, я прошу прощения, тут пишут ребята, что плохо слышно и что в наушниках было лучше. Да, Давайте попробуем. Да, но мне кажется, что наушники как бы забирают немножко, может, ошибаться, собственно, тоже удобнее. А так? Давайте Есть? попробуем. Меня слышно? Так, проверяем звук. Я вас слышу хорошо и в наушниках, Да, и без. хорошо. Главное, как бы, чтобы сейчас наша аудитория отозвалась, как звук. Мавиле, ну я пользуясь случаем, попрошу вас тоже вопросики отслеживайте, чтобы я пока увлекаюсь Да, конечно, да, я смотрю. Вы тогда формулируете вопросы вот наших зрителей. Все, пишут, что отлично, вижу Так, тоже. пишет, да, отлично, Да. супер, отлично. Да. Тогда Ну, продолжаем. давайте с дефиниции, как вы сказали правильно, что, ну, вот я тут не буду оригинальничать, это точно такое энциклопедическое определение. Любовь – это глубокая привязанность к другому человеку или к объекту, то есть привязанность. Но за этим стоит масса вариантов, как нормы, так и, простите, патологии. Вот. Ну и, конечно, промежуточный вариант между нормой и патологией, некоторые невротические вещи. Поэтому давайте определимся, о какой любви мы будем сегодня говорить. Именно о любви между мужчиной и женщиной все-таки. Не любви к детям, не любви к родителям, не любви к Богу, не любви к родине. Мы пока будем говорить о той любви, которая вот, ну вот эта вот интимная, близкая любовь между мужчиной и женщиной, между девушкой и парнем. И хочу подчеркнуть, почему нам эта тема сегодня очень важна. Вот подчеркиваю, очень важна нам сегодня эта тема, поскольку вот этот карантин и ситуация с пандемией, она вообще, ну, нас так на прочность сильно испытала, да, и я уверена, убеждена, что любовь сегодня спасет нас от всех состояний, которые нас ждут в последствиях вот всего, чего мы там окажемся, и, собственно, ну, и любовь, и та, которая треснула, может быть, удастся ее спасти. Может быть, вы не
совсем понимаете, треснула ли она, или это кризис, или вы неправильно любили, мы сегодня постараемся помочь, что значит правильно любить, какие критерии. Поэтому эта тема не то, чтобы там такая, знаете, вот просто поговорить, она важна нам именно сегодня. И поэтому немножко через призму, может быть, вот этих вещей я буду сегодня и рассказывать про любовь. Поэтому, да, мне тоже хотелось бы, чтобы наш эфир был больше прикладной, наверное, совершенно верно. Да, чем теоретический, потому что, ну, в любом случае, мат-часть мы пройдем, но, как бы, тем не менее, хотелось бы, чтобы люди вынесли максимально пользу из этого эфира и поняли, как бы, где могут быть, где у них есть какие-то, возможно, пробелы, что нужно пересмотреть, и, может быть, на что-то нужно посмотреть под другим углом и делать какие-то вообще другие вещи, да, вот, поэтому спасибо большое, тут нас благодарят за эфир. Давайте разберемся с тем, что вообще любовь — это навык, любовь — это наше природное свойство, или что это? Можно научиться любить, или, ну, вот это наша базовая комплектация? Хорошо. Ну да, такое интересное понятие базовая комплектация. Ну, давайте сразу ныряем в глубину, прям в самую глубину. Хотя хочу вам заметить, Мавиле, что я в принципе люблю вещать из практики, да, с чем приходят люди, и потом это переводить в теорию. Потому что просто теорию, люди сейчас откроют книжку, прочитают, мы им не нужны. А вот когда приходят в практику с типичными вопросами, не с индивидуальными, а с типичными, вот там уже как бы мы должны уже практикой подкреплять, чтобы нам люди поверили, что это вот так вот, а не так, чтобы был вот элемент доверия к нашим словам. Так вот, значит, рождаемся ли мы с любовью? Ну, нет, конечно. Мы рождаемся с инстинктами, да, и даже, грубо скажу, с инстинктом размножения, вот и все. Но любовь — это нечто другое. И вот задаться вопросом, ну, наверное, сегодня используем такую метафору, рождаемся ли мы с умением играть на пианино, если это музыкант, или там сочинять стихи, если это поэт, да, у каждого из нас есть свои таланты, то есть мы все, мы когда-то, помните, Мавиле, об этом говорили, там кто-то борщ вкусный готовит, кто-то вкусный там выращивает апельсины, а кто-то, значит, стихи пишет, у всех свой дар, это однозначно, то есть есть некоторая предрасположенность к дару, да, вот, определенному, и как бы рожденный плавать, летать не будет, вот, то есть главное найти себя. Вот то же самое и любовь. И я посмею, вы прям логику такую задаете, опереться на фундаментальный труд о любви величайшего психолога и философа Эриха Фрома. Его работа называется «Искусство любить». И он там и говорит, что любовь – это такое же искусство, как и искусство. Если вы играете на пианино, это не значит, что вы начали играть с рождения. Вы долго к этому шли, вы учились, вы любили этот вид искусства, творчества, и вы достигли успехов, виртуозности какой-то, и играете на нем красиво. Поэтому я уже, пользуясь случаем, в начале и в конце повторю, рекомендую эту работу «Искусство любить» Эриха Фрома, в которой он рассказывает не только о любви между мужчиной и женщиной, он рассказывает о любви и к родителям, и к детям, и к самому себе, это важно, ну и к Богу, что тоже важно. Поскольку человек, который, ну, незрелый, а мы в прошлой передаче говорили о зрелости личности, он, если не зрелый, он не сможет любить полноценно, а не то, что даже там любимую, родителей, собственных детей, ну и Бога в том числе. Я вам хочу сказать, Мавиле, я как человек, который 20 лет научно занимаюсь религиозными аспектами, уж смею на эту тему немножко говорить. Может быть, мы тоже как-то выйдем, еще одну передачу сделаем вот по этой теме. Поэтому вопрос зрелой личности и любви – это прям вот связка-связка. Так вот. Вопрос... Да, нет, говорите, продолжайте. Да. Так вот. Значит, что искусство любить? Значит, мы должны учиться. А что это значит учиться любить? Да? И вот Эрих Фром говорит, что современная культура, к сожалению, поменяла функцию на объект. То есть мы стали искать объект. Я сейчас буду расшифровывать. Объект, а не функцию умения любить. То есть, например, про пианино уже этот пример буду приводить. То есть я езжу по городу и ищу пианино. То ли цвет не тот, то ли ножки не те, то ли, значит, размер не тот, то ли там оно тяжелое, то ли оно легкое. Я ищу инструмент в надежде, что я на нем именно буду хорошо играть. Если вы не умеете играть, вы хоть какое пианино купите, вы играть не будете.
То же самое с человеком. Ну, давайте вернемся к проблеме потребления общества. То есть как мы все живем? Мы потребляем. Мы в худшем случае едим и спим, это в примитивном случае. В изысканном случае мы потребляем культуру, книги, мы насыщаемся. Культура современная, это культура потребления, да? Мы все хотим насытить, а оно все почему-то не насыщается. Почему? Потому что природа человека творить. Это все с любовью связано, мы сейчас туда перейдем. Творить и творить, ну, качественно от души. А мы и творить-то начинаем на продажу. То есть мы, например, картину нарисовали, мы знаем, что эта картина, душа в ней, но она не продастся. А вот эта картина, такая ерунда, стыдно мне за нее, но она продастся. Понимаете? Поэтому мы и творчество наше на продажу, на потребление, да? Поэтому у нас и человеческий фактор стал предметом потребления. Мужчина, что делает мужчина? Он понимает, меня не будут любить, если у меня не будет бизнеса, машины, дома. Меня не будут любить без этого. Женщина, меня не будут любить, если девушка. Если у меня не будет фигура, ну, в более простом варианте это просто там фигурка, да, там тонкая талия и накачанный там пресс, а в более таком изысканном варианте, якобы здоровом, ну, хотя мы уже понимаем, да, вектор темы, это будет образование там какое-то, да, тоже там какие-то будет то, что как бы потребить можно, да, то есть как бы я интересна. И вот пример. Приходит девушка и говорит: встретила парня, люблю. Я говорю: опиши его. У него бизнес, квартира, машина, дом строит, семья известная. Я говорю: подожди, ты в это влюблена или в человека? И девушка теряется с ответом: а разве это не одно и то же? Разве это можно не любить? Понимаете? То есть берем набор этих факторов, которые как бы продаваемы. Понимаете? Вот, поэтому, или, например, другой пример, противоположный. Приходит, парень и говорит: я влюбился, значит, у меня две девушки. Одна, говорит, ее как бы родители хотят, она из хорошей семьи, воспитанная, образованная, а вторую я люблю, она очень простая, значит, без всяких там приданных. Душа, так сказать, туда лежит. Вот. Поэтому, как вы думаете, на ком я порекомендую жениться? Где этот человек будет счастлив? Меня слышно, Авелия? Где он любит, да. Ну, я надеюсь, что меня слышно, Авелия. Вы немножко пропадаете, поэтому, обратная связь, может, пойдет. Так вот. Да, поэтому где вот он вам любит, вопрос, конечно. Что я уже намекаю на формирование вот той любви, которая нам приносит, некоторую боль, наверное, да, как некоторую разочарование и страдания, да, это так, когда мы человека рассматриваем, как объект. А функция по Фрому, что я сказала чуть раньше, что поменяли мы функцию на объект, а функция – это умение любить. И вот если вернуться в исторический момент, да, то мы уже помним, как раньше женились, выдавали замуж по договоренностям. Мы же не думаем, по какой причине нас раньше выдавали замуж и женили по договоренности, не потому, что нас не любили родители, просто было само собой разумеется, что любовь нужно взрастить. Да, были какие-то легкие критерии там, совместимости, да, благословения было, потому что взрослые понимали, что это союз хороший, то есть любви еще нет, она обязательно появится, и люди умели это делать, взращивать, и любовь появлялась. То сегодня у нас картина совершенно другая. Мы резко влюбляемся. Навели, меня слышно? Да, я вас хорошо слышу, да. Нет, я вас прекрасно слышу. Я хочу, чтобы аудитория тоже слышно меня, дайте отреагировала. Да, пожалуйста, потому что я вас хорошо слышу. Понимаю, о чем вы говорите, и пользуясь случаем, пока мы ждем обратную связь, мои друзья все знают, я всегда рекомендую Фрома. Всегда рекомендую Эриха Фрома, потому что очень простым языком написана книга его и доступна, в принципе, каждому. Поэтому, мне кажется, очень важно ее прочитать.
Так, если есть какие-то проблемы со звуком, Да-да-да. давайте мы можем, в принципе, перезагрузиться. Скажите, все ли в порядке? Но сейчас Слышно, я слышно. слышно, Пишут, что да-да-да. слышно. Да-да, хорошо. Отлично, тогда, в принципе, можем продолжить. Да, да, ну я тут уловила, что вы рекомендовали книжку, вот я не знаю, где пропустила я Да, просто я пару... говорила о том, что From очень доступна, ну, она написана очень доступным языком, то есть эта книга не для психологов, это, в принципе, для любого человека, которого интересует эта тема и который хочет научиться любить, он может, в принципе, прочитать эту работу. Да, ну вот как раз-таки я примерами хотела продемонстрировать, как это вот на примерах, потому что это вот реально в жизни мы с этим, так сказать, сталкиваемся, и это и есть наша проблема, поэтому очень важно было проиллюстрировать, поэтому очень отсылаю к этой работе. Так, и... Мы закончили на объекте, да, то есть мы Да. воспринимаем, мы не исходим из того, что как бы любовь это функция, да, образно говоря, которой мы все должны учиться, мы больше ориентированы на объект. Угу. Вот и, кстати, у того же Фрома, я помню, мне очень запомнилось из этой книги, что если вы любите только одного человека, там, и не представляете свою жизнь без него, но при этом равнодушны к остальным людям вокруг себя, то это тоже не совсем про любовь. Вот мне хотелось бы перейти здесь к теме вот как раз подмены понятий, да, что мы часто называем любовью, но на самом деле любовью не является. Да, ну, конечно, мы вели здесь, ну, не один Фром об этом говорит, просто он очень просто об этом, ну, очень доступно рассказывает, а мы даже с вами, рассуждая в самом начале, мы как раз и сказали о том, что ведь человек, если он, ну, как бы, у него нормально все с самим собой, да, со своей совестью, ну, зрелость, мы так назвали, человек зрелый, у него и отношения со всеми зрелые, то есть и в дружбе он хорош, и там, в отношениях со своими родителями, со своими детьми, с религией, ну, совсем он в гармонии, и у этого человека и любовь, большая вероятность, что и вероятность, это не факт, что так будет, вероятность, что и в любви у него будет все гармонично. Но если у человека везде плохо, а вот в любви случилось, мы не верим. Это уже маркер какой-то, ну, искажения, что эта любовь, ну, как минимум, созависимая, да, или как, ну, как максимум совсем человек, ну, от реальности оторван и живет собственной фантазией о своей любви, да, вот, поэтому... Ольга Александровна, если наоборот, во всех сферах, например, сложилось, а вот с отношениями не складывается, это о чем? Вот, это вот о чем. Если, вот в том-то и дело, это такая тема, если у вас, ну, безумно здоровски сложилась карьера, там, наука, бизнес, я еще не знаю, там, какие, где вы себя реализовываете, перекос в другую сторону, не компенсаторные ли это вещи, понимаете? Потому что человек, он должен как бы гармонично складываться. Ведь Фрейд сказал, что базовыми вещами для человека это есть работа и любовь. Что это? Вот это не просто фраза, а смотрите, как она расшифровывается. Что такое работа? Работа – это развертывание моих талантов. Если я прирожденный врач, то я иду на работу и лечу людей, спасаю людей, да, как сегодня наши врачи самоотверженно спасают людей и любят эту работу, устают, но любят. И это как бы есть разворачивание твоих талантов, это есть ты. Я – это моя работа для взрослого человека. А любовь – это интимность, продолжение рода, эмоциональные, сенсорные вот вещи. Поэтому две гармоничные личности, у которой и работа, и, скажем, любовь по Фрейду. Фром сюда, кстати, не Фром, а Роджерс добавил еще дружбу. Он говорит, что у человека три как бы таких опоры. Это любовь, дружба и работа. Опять самоактуализация, да, это работа, самореализация, любовь, интимность, а дружба это такое, ну вот, а дружба, знаете, что такое дружба? Ведь у нас был когда-то вопрос, а как же без психологов раньше люди обходились? Вот друзья были психологами раньше, ты ему и душу ты зальешь, ты ему и совет спросишь, потому что в твоей аффективной зоне ты теряешь немножко критичность, разумность, поэтому вот дружба это такая была, ну, такая психология, что ли, ты же другу доверяешь, да, поэтому Роджерс вел вот еще и дружбу. Поэтому
всегда смотрим перекос. Когда приходит клиентка и говорит: Ольга Александровна, я очень успешна в бизнесе, там еще там где-то, еще где-то, и внешность, и спорт, и все. А я говорю: а личная жизнь? Ой, мне не надо. Я говорю: как не надо? Мы же знаем, что всем надо. И мы уже тогда будем искать, почему же тебе не надо, что ты там такого боишься. То ли ты обжегся, то ли у тебя бессознательные вещи, которые, скажем, связаны с твоими ранними объектными отношениями, отношением с мамой, что-то случилось, не так пошло, и у тебя страх. Страх – это все тревогу вызывает любовь. Если человек не хочет любить, это вызывает тревогу. Или странная история была между мамой и папой, ребенок насмотрелся и не хочет такой любви больше никогда. Вот, поэтому перекос. Понятно, что вот все-таки должно быть все в некоторой гармонии. Человек иногда, вы знаете, есть какие клиенты приходят и говорят: Оля Александровна, на работе вот так, в любви вот так, там в деньгах вот так, какие-то в дружбе вот так. Смотришь и говоришь: а что ты пришел? У тебя все хорошо. Ну, я все ходят, я на всякий случай проверить. Может, я чего-то, ну, про себя не вижу. Я говорю: нет, 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 у вас все прекрасно. Поэтому мы видим полную такую, и сам человек, собственно, как он говорит о детях, о любимой женщине, о работе. Ты видишь, что человек просто любит, но у него экзистенциальный некоторый такой момент, который, ну, всегда задает, ну, тревогу, некоторый голод. Это тоже нормально. Ольга Поэтому... Александровна, вот когда опубликовала у себя историю о том, что у нас будет такой эфир, попросила задать вопросы, и был вопрос в том числе связанный с тем, о чем вы сказали, чуть-чуть вначале затронули, но хотелось бы раскрыть по поводу химии. Многие говорят, что вот даже у Фредерика Брэдбери, по-моему, есть книжка «Любовь живет 3 года», и вот есть такой четкий стереотип «Любовь живет 3 года», и вот все-таки любовь — это химия, который возникает на определенное время, либо это какой-то процесс, и он может быть более длительным. Угу. Ну, знаете, ученые больше выделяют 4 года. Вот я, насколько мне помнится, такой классический, с химией, который связан, именно с химией, с психофизиологией связывают. Не помню, это исследование американское, что 4 года химия любви живет. Ну, давайте порассуждать. Если это химия, то это биология, но мы же люди. У нас же есть ценности. Мы же не можем говорить, что мои ценности связаны с химией моего мозга. Вы понимаете, что я вот такие ценности, там, как, не знаю, патриотизм, порядочность, честность, что это всего лишь химия мозга. Это ценности базовые, поэтому порассуждаем. Итак, давайте поговорим о страсти влюбленности. Ну, тот же наш сегодня упомянутый Фром, он говорит: есть такое влюбленность, впадание. Вот ты впал в эту влюбленность. Вот там как раз есть химия. То есть люди чувствуют, что это они, ну, они как будто как принадлежат друг другу. То есть это и совместимость психологическая, и тактильная, и, ну, запахи. Запахи — это правда. Большой процент запахов имеют значение для влюбленности. Меня слышно? Да, да, да. Потому что сейчас будет очень интересно, и мне важно, чтобы было слышно. Слышно? Да, Вот. меня хорошо слышно. Да. Да, так вот, и дальше я уже рассуждаю без Фрома. Значит, и вот зачем дается такая острая влюбленность. Вот человек просто теряет голову, он ничего не соображает. Кстати, именно такую любовь, наверное, внесли в категорию психиатрическую. Вот, по-моему, там код 63,9. Ну, не столь важно, я надеюсь, мы вернемся к этой теме. И вот я думаю, что вот эта влюбленность энергетически дана для того, чтобы была энергия справиться с теми мини-разочарованиями, когда человек вот придумал тебя, а потом начнет сталкиваться с тем, что вот тут не такой человек, вот тут не такой человек, вот тут простить. И вот мы должны по этой энергии немножко вот выровнять, как бы это нам такой аванс дается, чтобы мы потом выровняли эти отношения и превратили их в любовь. Но, к сожалению, современные, особенно девочки, молодежь, они хотят удержать именно вот это яркое чувство надолго. Вот. Это неправильно, этого не будет, это обман, это в долг дается энергия, чтобы построить настоящую любовь. Вот. И если потом не трудиться, вот это и есть вот то семя настоящей любви, которая вот
должно перерасти в более ровное состояние, в более ровное, но уже такое спокойное, настоящее, и идем дальше. Так вот, любовь претерпевает различные виды кризисов. Вот, то есть мы не будем, мы вначале говорили, да, если мы не будем вот ее взращивать и подпитывать, конечно же, она пройдет. Она может пройти и через год, и через 3. Вот как кризис будет у человека, или у одного из людей будет личностный кризис. Тут же связано с личностным ростом, да. Если у человека есть кризис личности, да, то есть старые ценности меня не интересуют, а новых я не умею еще их как бы в себе найти и реализовать, вот этот переход кризисный для каждого человека, он сложный. А если в паре у всех разный этот кризис, поэтому мы должны кризис и свой пережить, и кризис другого человека. И если мы и кризис личности переходим, мы и кризис любовный переходим. Вот с этим связаны кризисы. А если не переходим, то, конечно, любовь пройдет. Если для вас ценность по-прежнему по дискотекам бегать, а у меня ценность уже детей рожать и воспитывать, то мы точно вынуждены будем разойтись. Условно говоря. Поэтому вот где кризис любви, как он связан с кризисом личностным. Тут свет немножко у меня. Нагрев, меня хорошо видно, а то мне вроде как солнце. Да, видно хорошо. Единственное, у меня немножко качество картинки хромает, но, в принципе, звук отличный. Тогда в контексте кризиса вопрос. Когда в отношениях наступает кризис, что с этим делать? Вот, да, есть же еще кризис не только вот личный, да, вот возрастной кризис, когда мы, помните, говорили, кстати, я видела, вы на YouTube выложили вот эти передачи, кто хочет подробнее смотреть про личностный рост и про ценности, вот, пожалуйста, тогда вы поймете логику вот сегодняшнего диалога, что очень удобно. Вот, итак, у нас есть кризис свой личный, мы об этом тогда в передаче говорили, но еще и в отношениях есть кризис, да, то есть, например, вот, давайте возьмем вот типичную тему вот брака. Вот поженились, вот у нас медовый месяц. Месяц больше не надо, потому что уже сейчас будем ссориться, посуду бить. Затем, то есть мы на какой-то момент смотрим друг на друга, глаз не отрывая. Вот. А затем, логически, чтобы у двоих любящих людей появлялся третий член семьи, а то и четвертый и пятый, и мы должны уже развернуться и смотреть на другой объект. Вот. Но если же мы как бы удовлетворяем потребности друг друга, если мы, ты моя половинка, я твоя половинка, и нам никто больше не нужен, и вот давай жить только для себя, знаете, это утопия. Это отношения, обречены на недолгие, потому что у мужчины и женщины, они и так очень по психологии очень разнятся между собой, должны быть общие цели. Вот. И их отношения, зрелые отношения, это всегда жизнь с общими ценностями и целями. И если это, бывает так, мы вместе строим дом, хорошо, построили дом и разбежались. Мы вместе строим бизнес, построили бизнес, тут еще может держать бизнес, но это уже искусственные отношения. Почему ты не уходишь, такой несчастный, бедный, уже пьет, там стреляется, вешается, а у меня с ней совместный бизнес. Но это любовь, понимаете, это семья, это вы бизнесмены, скажем мы, психологи. Вот, поэтому, итак, я отвлеклась, да, какие кризисы бывают. Конечно, вот такие кризисы семейные, вот если это любовь зрелая, вот все мы, конечно, эту грань никак сегодня не поставим, зрелая любовь, то понятно, что у семьи, как микросистемы, да, малой социальной группы, есть тоже свои цели и ценности. Например, в нашей семье новорожденный ребенок, это одна ситуация. В нашей семье подросток растет, это значит, что он нервный, тут все такой дерзкий, и нам нужно объединиться и, перетерпеть, и где-то потом ему все выскажем, когда он вырастет, да, вот. А у нашей семьи и подросток, и младенец, понимаете, или, например, у нашей семьи большой кредит или ипотека, то есть у нас есть и трудности совместные, и совместные, так сказать, и это семья, вот система, понимаете, поэтому, конечно, как любая система, она переживает свои кризисы. Нужно отдавать себе отчет. И тут эгоизм вообще самый большой враг. Вот такие эгоистические вещи. Вам хочется вот это, а мне надоело. Я пошел, я хочу гулять.
Вот эгоизм, вот эгоцентризм, ну, это тоже, опять к вопросу зрелости, о которой мы говорили. Так что важно сказать так, да, это кризисы бывают, вот это важно. И когда вы уже собираетесь 10 раз разводиться, и когда приходят к психологу или просто почитают хорошую какую-нибудь статью, разумную книжку, понимают, что это всего лишь кризис, и после кризиса отношения будут еще лучше, еще интереснее, вкуснее, тогда люди преодолевают кризис и переходят на более качественный вид отношений. Ведь что такое кризис? Кризис, он для того и нужен, чтобы понять, что как было, уже неинтересно. Вот никак не интересно, не обогащает, только вот уже в тягость эти отношения, понимаете? Вот есть такие ощущения. И когда кризис переходим правильно, мы там встречаем новую грань, новую искру, и тогда опять отношения идут на другой уровень. Поэтому, ну, это искусство любить. Вот возвращаемся к тому же нашему Фрому. Поэтому нужно к этому подходить, ну, максимально ювелирно и не делать резких никаких движений. Выверять, конечно, Мавиле, хочется сказать, что есть такие случаи, когда, ну, ты понимаешь, что этот брак не сохранить. Есть такие случаи. И когда, ну, не будем о них говорить, но чаще всего это когда брак живой, ты понимаешь, они уже там дерутся, ругаются, ненавидят друг друга, а ты видишь, что брак живой. И потом ты поработаешь, потом благодарности тебе, ну надо же, вот мы такие счастливые, а чуть не разошлись, еще и родили еще двоих детей. Понимаете, это значит, брак был живой. Ольга Александровна, я хочу предложить, алейкум салям всем, кто к нам присоединяется, я хочу предложить нашим подписчикам задавать вопросы. У меня есть в запасе вопросы, которые предварительно нам задали, мы обязательно их озвучим, но сейчас еще один аспект, который я хотела бы, чтобы мы раскрыли, это все-таки вы уже упомянули созависимые отношения и вот, ну, какие критерии, как распознать, находимся ли мы в созависимых отношениях. Угу. Вот. Одна из самых болезненных тем любви – это созависимые отношения. Более того, в практике я встречаю, не скажу, что часто, но встречаю, когда люди сталкивались, ну, вот переходят иногда в зрелые отношения, потом какая-то регрессия случилась, сваливается опять обратно в созависимые отношения, и даже тоскуют о созависимых отношениях. То есть, потому что они уже слишком сладкие, слишком вкусные, но очень опасные. И вот, знаете, чтобы понять, где критерии, нам же как бы хотелось бы вот научить мыслить, да, наших слушателей и зрителей. Вот давайте это сравним с любой созависимостью. Давайте возьмем алкоголь или наркотики. Да, первый глоток вкусный, там, ну, там, первую неделю там сидит человек, выпивает или там наркотики попробовал. То есть вот это вот, ну, даже с едой так. Мы же знаем, что есть и переедание, да, и есть пищевое расстройство, ну, нарушение пищевого поведения. Это как бы в какой-то момент приносит вкус и такое ощущение удовольствия, удовлетворения, а затем приносит боль, тоску, ну и со всеми последующими вещами. Поэтому созависимые отношения такие же. Сначала это невероятное ощущение какого-то чуда, я даже поясню, за счет чего это чудо как бы ощущается. И это эйфория, и это такое как бы счастье, да, но в какой-то момент потом сопровождает это все дикой тревогой. То есть стоит одному человеку выйти в магазин, уехать в другой город или, не дай бог, умереть, да, второй партнер ощущает, как будто вот его половины нет, да, половины его, ну как будто вот отрезали его половину. Есть такая, у кого-то есть такая фраза, сейчас скажу, парадокс, что парадокс любви зрелой, это когда двое являются одним целым, оставаясь автономными. А созависимые это когда вот люди, которые одно целое и не представляют себя без другого, да, без другого. То есть как бы человек выносит проекцию на другого части себя. Вот. Кстати, а любой другой не является частью меня, он все равно даст тебе
некоторый такой, ну, продукт или поведенческий акт, который не соответствует твоему ожиданию. В любом случае он это даст, потому что он же не ты, и твои ожидания иллюзорны. И вот тогда начинаются трагедии, когда у человека в созависимых ожиданиях, в созависимых отношениях очень много ожиданий, которых человек не собирался их, ну, как бы давать. Кстати, Ялома можно тут вспомнить. Ирвин Ялом сказал так, что очень важно в отношениях понимать, что ты получишь от человека, а еще важнее понять, что ты никогда не получишь от человека. Понимаете? И не ждать, естественно. Поэтому созависимые отношения, вот они примерно маркируются такими фразками. Я без тебя не могу, да? Правильная фраза я без тебя могу, но не хочу, да? Есть фраза того же Фрома: я тебя люблю не потому, что ты меня любишь, а ты меня любишь, потому что я тебя люблю. Понимаете как? То есть как бы вот объект как бы вторичен, как бы я сделаю все, более того, ты меня не любишь, подожди, полюбишь. Я сейчас сделаю нечто, я так себя покажу, я так себя почувствую, твои проблемы, тебя, ну вот, сделаю для тебя, ну, не в материальном плане, хотя в материальном тоже неплохо. Мужчины, не умея считывать женскую психику, они, как правило, материально как бы участвуют, и это неплохо. Вот. Но женщины должны понимать, что мужчины не психологи, и им простительно. И знаете, как поступают мужчины, когда его женщина рыдает, плачет и кричит, топает: я не понимаю, а он искренне, ты меня не любишь, а он искренне ее любит, и настолько не может понять, что случилось, он говорит: давай что-нибудь тебе купим. И вот, потому что он, ну, не может распознать, он же не учился на психолога. Вот. Но это так, это в качестве шутки, а все-таки хочется сказать, что вот понимание, даже человек, если зрелый человек, понимает, что его не любят, он может завоевать любовь. Потому что он может так человека понять его, что ему нужно, да, этому человеку, ну, завоевывать сердце, это все-таки, ну, психология, да, ну, поэтому вот это функция. Помните, мы в самом начале говорили, вот как раз это и есть функция, что я еще не любит, но я сделаю все, и она меня полюбит. И я знаю в практике, завоевывали сердца и забирали своих любимых, и счастливо жили. Вот. И это есть гарантия. И сколько знаем случаев. Такая любовь, ну такая любовь. Просто 3 дня незнакомые, уже заявление в ЗАГСе, уже назвали гостей, пол Крыма назвали свадьбу делать. И мы понимаем, что так не бывает. Вот они друг друга придумали, да, вот придумали. Одна нафантазировала про него, вторая профантазировала про, ну, второй про нее, и, собственно, ходят в 2 иллюзиях, и когда хоть немножко ты, первое, что мы рекомендуем, давайте на 3 месяца хотя бы свадьбу перенесем, хотя бы на 3 месяца, и потом раз, и браки даже, вот, и вот хоть, ну, вот хоть не потратились на свадьбу. Вот что касается созависимых отношений. Ольга Александровна, тут у нас осталось 20 минут. Как жалко. Да, более или менее картина ясна. Я просто, у нас осталось, ну, правда, 20 минут, и я бы хотела уделить это оставшееся время вопросам. Вот вопрос тут сразу в комментариях я вижу. Если партнер подходит под все критерии, но в некоторых ценных моментах споткнулся, и теперь отлегло, ну, я так понимаю, что чувство, видимо, градус чувства немножко упал. Стоит ли держаться за такие отношения, и возможно ли, что проблема в ожиданиях? В общем, сказать сложно, да, но попробуем просто порассуждать, да, ведь это же ситуация типичная. Вот что значит вот человек... Ну, пару раз сделал не то, что да мне нравится. Ну, знаете, есть... Понимаете, как я вам скажу, что я вот еще вопрос, кто это пишет, девушка или парень, да? Девушка. Вот, девушка, вопрос да. от девушки. Да, но если там парню есть вещи, которые парню прощать никогда нельзя, а есть вещи, которые парню можно простить. Я не буду, конечно, озвучивать, что это, вот. Как, где эта грань? Но я вот что скажу. Но вот как раз-таки даже измену
можно простить, но есть вещи в качестве предательства нельзя простить. Но измена и предательство – это разные вещи. А для мужчины очень тяжело прощать измену женщины, и это правильно, потому что природа женщины, она не заложена, это что-то уже совсем не так. Женщина, она вообще очень много терпит, но если женщина идет на измену, это значит, что где-то на бессознательном уровне, она уже для себя все решила. Да, но предательство, именно предательство, это что же надо различать эти вещи. А если мужчина что-то сделал не то, скажем, вы себе представить не могли, что он вас, например, обманул. Вот есть такая частая проблема, он меня обманывает. А я задаю такой вопрос: скажите, а он вас обманывает с какой целью? Потому что с целью, чтобы вы этого не знали и не расстраивались. Просто мужчины не говорят женщинам правду, они не хотят, чтобы женщины расстраивались. Он заботился о вас, поэтому он вам этого не сказал или скрыл от вас, заботе о вас. А если он сознательно что-то скрывает, чтобы вам сделать, чтобы вы для него враг, и он скрывает, тут мотивацию нужно анализировать, понимаете? А девушка, или наоборот, мужчина, они больше контролирующие, они говорят: она от меня скрыла тот-то факт. А я не прощаю вранье. Говорит мужчина: я не прощаю. А когда с ним начинаешь говорить о ее мотивации, он говорит: я даже так не думал. То есть она обо мне заботилась, то есть она мне этого не сказала, чтобы я не расстроился. И меняется отношение. Но я тогда цепляюсь за идею: а зачем же вам эту правду нужно знать? Что это за невротический такой момент? Что это за контроль реальности, да? Поэтому, конечно, нужно на этот ответ нужно смотреть через призму, какова была мотивация поступка, если, например, это обман, но с другой стороны, или это же ваши ожидания, а мы тут Ялома цитировали, что человек и не мог по-другому, он и не обещал вам то, что вы от него ждали. Более того, даже иногда то, что он обещал, он сам себя не знал, что он с этим не справится, да, а у него то есть это все нужно, конечно, индивидуально смотреть. Я бы не спешила. Самое важное, не спешить здесь с выводами и, 3 месяца посмотреть, если это кризис, он как-то, посоветуйтесь с подругами, с психологами, прислушайтесь к себе, только не спешите, особенно если есть дети. Конечно, это совсем другая. И я больше, Мавиле, скажу такую вещь, Да. что если вы теряете отношения, уже как психоаналитик, я люблю эту конструкцию, если вы теряете отношения с одним, что-то не то, с другим что-то не то, знаете, проблема может быть у вас бессознательная. И если вы ее не решите, вы будете одинаковые делать отношения. Каждый раз возвращаться к тому же самому конструкту. И от него нужно избавляться в своей голове, в своей психике, а не ждать это от партнера. Вы уже заведомо будете искать того партнера, который вам предоставит всю возможность зайти на второй круг этих невротических или созависимых отношений. То есть это такая определенная цикличность, которую формирует сам человек, собственно, да, своим поведением. Я бы сказала, что даже не поведением, а бессознательным. Моя любимая формула, я смотрю, несколько тут моих знакомых и даже профессионалов смотрят, они узнают эту формулу. Бессознательный внутренний конфликт проецируется вовне, не находя разрядки, проецируется вовне на релевантную ситуацию, аналогичную. Если такой ситуации вовне нет, человек ее создаст для временного снятия напряжения. То есть получается, твой бессознательный конфликт есть твоя судьба. Если у тебя есть в бессознательном, ты этого не понимаешь, идея постоянно находить алкоголика, ты его найдешь. Если идея найти тот, кто тебя будет бить, обижать, ты обязательно найдешь. Один дерется, второй, третий, 5 мужей все дерутся. Где вы их находите? Вам не кажется странным то, что у вас одна и та же модель повторяется на протяжении 15 лет? Понимаете, кстати, хороший критерий. Оглянитесь, что у вас повторяется в отношениях. И это будет шикарным маркером, что это есть ваш конфликт, а не человек виноват. Кстати, да, отличный комментарий, потому что я думаю, что многим стоит задуматься, если что-то повторяется в отношениях, стоит обратить на это внимание. Следующий вопрос, который тоже был задан и попросили озвучить. Если
партнер не проявляет, то есть он не говорит там прямо «я тебя люблю», не проявляет каких-то нежностей, то есть он достаточно сдержан в отношениях, но по его, в общем-то, действиям понятно. И вот девушка спрашивала, может ли она первая признаться, и вообще как, ну, не то чтобы побудить человека к проявлению этих чувств, но вот как вынести этот вопрос как бы для обсуждения. Ой, хороший вопрос, мой любимый. Знаете, мужчины, есть такой тип мужчин, вот я не знаю, Мавиле, может быть, нам есть смысл какую-то передачу сделать по типологии, рассказать, какие есть типологии мужчин и женщин, и тогда все станет ясно. Так вот, вот есть, например, типология, ну, давайте пока простенько по темпераментам. Вот есть сангвиники, они очень общительны, они все вам скажут, что они вас любят, они работяги, они душевные, разговорчивые, и все вам признаются. Даже если не любят, расскажут так, что любят, что вы будете верить. А есть мужчины, флегматики, замкнутые, они любят молча. Чем больше они любят, тем больше будут молчать. Они слово «люблю» аж произнести не могут, им страшно. Это их проблема, не трогайте их, они точно вас любят. Если они делают и не говорят, это самая надежная любовь. И вот знаете как? Вот давайте посмотрим, что думает женщина. Вот я его люблю, и мне хочется его обнять, и 24 часа в сутки с ним сидеть в обнимку. Вот если бы он меня любил, он бы хотел так точно со мной быть в обнимку. Что думает мужчина? Я ее люблю, я хочу о ней думать 24 часа в сутки, а не висеть на ней 24 часа в сутки. Значит, она меня не любит, раз она так часто говорит. То есть, и мы тут сталкиваемся с таким, ну, как бы противоречием. Мужчина начинает сомневаться в нашей любви, потому что мы об этом много говорим и виснем на нем, а он так не умеет. А женщина сомневается в его любви, потому что он холоден и безэмоционален. Вообще хочу сказать, предупредить женщин, что у настоящих мужчин часто эмоции вызывают тревогу, потому что это якобы их не делает мужчинами. Поэтому они их сдерживают, даже когда любят, когда сильно любят. Но у них так не то, что есть такая конституция, ну, психологическая, а есть еще такое воспитание мужское. Поэтому эти мужчина по-настоящему любит, он чаще не скажет. Если есть возможность, невозможность, если у вас не хватает смелости признаться самой, почему бы нет? Вопрос в том, чего вы боитесь? Я помню, у меня была такая история в терапии, да, когда девушка боялась признаться, а я ей говорю, а разве даже если он тебе откажет, это же твоя любовь, это же тебя обогащает, что ты его любишь, даже если он, окажется, тебя не любит, но это же ты богата на эту эмоцию, даже так ему скажи, что ты можешь меня не любить, но меня обогащает эта любовь к тебе. Ну, после этих слов он, конечно, и умер. Был наш. Умер от любви. Да. Был наш, и свадьбу давно сыграли. Потому что, конечно, они боятся. Вот поэтому тут женщина, иногда, правда, женщина может быть более смелой, да, но и при этом не разрушится, чтобы для нее это не было катастрофой. Более того, он скажет, он ничего не скажет, он может вообще убежать. Не принимайте всерьез, дайте ему остыть, подумать, успокоиться. Они очень боятся любви, мужчины очень боятся. Чувств. Тут, наверное, проявление, да, чувств, то есть именно... Да. Особенно высказывание, нежность, вообще близость, эмоциональность они боятся. Они должны быть разумом. Вот знаете, я так скажу, когда мы рассуждаем вот в практике, и мужчины так говорят, умные, зрелые мужчины, они говорят: Ольга Александровна, я между чувствами и долгом выберу долг. Понимаете? И разве можно за это упрекнуть? Вот, в том плане, что, долг какой, например, вот у него семья, он где-то раз влюбился, сейчас какой все-таки у нас искушений-то много, вот, и мужчина выбирает долг перед семьей, а потом понимает, что и это была не любовь, оно раз так и отвалилось, потому что, вот что-то там такое в кризисе случайно встретилось, вот, поэтому вот это нужно про мужчин понимать, что, им очень тяжело говорить о чувствах, так же, как и нам, женщинам, очень трудно говорить о чувстве долга, о чувстве ответственности. Мы не любим это, мы хотим именно на эмоциях разговаривать. Вот этим мы отличаемся. Тут еще один вопрос. Если муж не помогает в открытии бизнеса ни морально, ни материально, обрадоваться и делать все самой или обидеться и развестись?
Ну, муж, бизнес, ну, и знаете как, я всегда была, ну, как, ну, не хотелось бы вот, ну, скажу, как скажу, мне всегда казалось правильным, что мужчина зарабатывает деньги, а женщина в бизнесе от любви к движухе, простите за сленг, как бы, вот роль женщины это все-таки не бизнес. Это все-таки семья, любовь, красота, делать счастливым мужчину. Вот. Я не в том смысле, что женщина твое место дома. Нет, я сама очень активный человек. Я занимаюсь и наукой, и практикой, я преподаю. Ну, то есть я очень активный человек, да. Но вот это вот понимание своей роли в жизни. Есть женщины, для которых бизнес это ее все. Да, есть женщины прямо вот бизнес, ну, так сказать, ну, своей природе бизнесменши, но тогда это должен быть ваш бизнес, и мужа не привлекаете. Если вы мужа привлекаете в бизнес, то вы тогда бизнес-партнеры, и это другая проблема. Да? Это точно повлияет на личные отношения. Вообще много мы встречаем в практике проблем межличностных у людей, которые имеют совместный бизнес. Но есть и беспроблемный бизнес, это реже. Вот реже, потому что когда мы иногда путаем роли, знаете, когда муж разговаривает с женой как с бизнес-партнером, она ему кричит, ну я же твоя жена. А вот, когда ей выгодно, да, там что-то, значит, ну, как стратегия защиты, или наоборот, ну, то есть мужчина, ну, и женщина, мы путаем роли, так ты муж-жена или мы бизнес-партнеры, поэтому вот этот вопрос как бы сложный, если мужчина не хочет открывать бизнес, ну, пусть женщина лучше переформулирует, скажет так, мне муж не хочет развить мое хобби, он эгоист. Вот, тогда мы скажем, слушай, ну если она его любит, это твое хобби под названием бизнес, ну ты дай погремушечку лялечке своей, если ты не любишь, пусть она поиграется в бизнес. Понимаете, как мне мой муж говорит, играйся в учительницу, тебе же нравится. Вот. Но бизнес как бизнес, это, ну, индивидуально бы порассуждала на эту тему. Ольга Александровна, вообще, честно говоря, как-то недавно публиковала цитату тоже одного психолога о том, что женский путь — это путь смирения и покорности. И эта цитата, ну, в частности, в семье, как бы, и эта цитата вызвала бурю эмоций просто, и я поняла, что нам нужно отдельный эфир посвятить как раз вот этой роли женской и поговорить о разных аспектах этой роли, и что какая-то вот, ну, покорность, о которой мы говорим, такая семейная, уютная, она не является признаком там слабости или унижения, да, потому что многие женщины воспринимают это именно так. Ну, знаете, да, я согласна на целый эфир на эту тему, очень интересная тема, но все-таки вам в двух словах отвечу на этот вопрос. Я даже, знаете, дерзнула это в прямом эфире на центральных каналах, где-то там рассказывать, да, что природа женщины, грубо, это словечко, конечно, только для профессионалов, я их потом заменю, мазохистичная, то есть она отдается, она как часть своего биологического материала отдает своему малышу, да, там, плоду, а потом ребенку. И так и психологически она отдается, она покорна, и это ее удовольствие. То есть это не есть насилие. Женщине как бы должно нравиться, знаете, есть женщины, которые вот это чувствуют, что им это нравится. Они даже подыгрывают своему мужу, говорят, ой, мой господин, боже ты мой. То есть они даже играют, заигрывают. Это, ну, в этом есть удовольствие. Если это не ваше удовольствие, может, у вас темперамент другой, может, вы харизматичная и властная женщина для бизнеса, для власти, тогда это не для вас. А мужчина, у него садистическая структура, он должен там мамонта убить, мясо принести, территорию расчистить для своей же семьи, там, народа, родины, то есть завоевать. Вот поэтому у него садистическая, и поэтому он добытчик, и он должен от этого получать удовольствие. А когда женщина становится добытчиком, вопреки своей природы, там уже есть конфликт бессознательный. Или, например, мужчина по какой-то причине что-то там терпит, а он мужчина, это тоже долго не продлится. Но если это ему, кстати, ну, оговорится не конституция какая-то такая вот. Ну, я сейчас, знаете, как говорю, у нас в популяции, ну, если по темпераментной типологии оставим пока, вот у нас относится так,
и холерики, и флегматики больше женская психология, но там и мужчины есть, да, и сангвиники, и флегматики больше мужская психология, сильная нервная система там, и сюда больше мужчины, но и есть вкрапления, поэтому, конечно, тут, ну, как психологи мы поговорим, ну, о темпераменте, о структуре психологической, поэтому нам нужно чувствовать свою природу. А иногда мы думаем так: ой, мне бы, конечно, хотелось быть смиренной, послушной и иметь этого властного мужчину, но это не модно, нужно под каблук загнать там мужика. Ну так извините, вы ошибаетесь, вы под каблук одного, второго, третьего загоните, и потом же будете себя чувствовать, что нет, это не то. У меня есть в практике сильные женщины, которые вдруг соглашаются с тем, что просто не нашелся мужчина сильнее, чем она. Ну, вот я бы так объяснила. Ольга Александровна, у нас осталось буквально 3 минуточки, и мне хотелось бы, чтобы мы подвели итоги нашего сегодняшнего эфира. Коротко. Ну, любовь, здоровая, зрелая любовь, та, которая принесет счастье, да, обогащает человека, ну, сделает счастливым, это безусловно. Любовь – это ресурс. Вообще, это психологически огромный ресурс. Это какая бы у вас ни была концепция счастья, о чем мы говорили в предыдущих передачах, любовь – это всегда важнейшая категория счастья. Так вот, она тесно связана со зрелостью личности, поэтому развивайтесь сами, ну, поймите как-то, читайте об этом, и, может быть, нашу передачу предыдущую посмотрите, и тогда у вас больше шансов будет отношения устраивать со всеми, и с детьми, и с родителями, и с любимыми, если они у вас есть или еще будут, и вообще вот как бы и на работе, везде-везде. Но если человек незрелый по какой-то причине, это все же исправимо, просто нужно что-то про себя понять, и у него будет сыпаться все везде, во всех отношениях, а уж тем более любовь, как самая-самая такая вот, ну, хрупкая и сложная структура. Я хочу успеть сохранить эфир, поэтому нам нужно заканчивать. Спасибо большое вам за очень много ценной информации, очень важной информации. Я желаю всем научиться искусству любить. Оставайтесь с нами, потому что будет впереди еще очень много интересного. Эфир обязательно сохраним. Всем спасибо, что были с нами.